Сегодня какая-то годовщина? 16. Ага. Вот сегодня в 16-ю годовщину Бесланской трагедии представители осетинской общины Петербурга, представители других национально-культурных обществ нашего города пришли сюда, на территорию храма Успения Пресвятой Богородицы, где в 2008 году был открыт памятник детям Беслана. И с тех пор ежегодно сюда приходят десятки, сотни, а иной раз и свыше 1000 петербуржцев отдать дань жертвам Бесланской трагедии. Петербуржцы сердечно, отзывчиво откликнулись на Бесланскую трагедию. Здесь, в нашем городе, на Малой Садовой, у Дома радио, был развернут пикет, где жители нашего города, петербуржцы, несли туда крестики, бутылочки с водой, различные поделки, детские игрушки, оставляли записи, соболезнования, выражали свои чувства в специальных тетрадях, которые там находились. Царство небесное всем жертвам Беслана. Сегодня мы находимся здесь, в храме Успения Пресвятой Богородицы на Охте, где находится памятник детям Беслана. Сегодня собралось здесь и пришли представители осетинского землячества Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы почтить память всех жертв, невинно убиенных в Беслане. К сожалению, в связи с пандемией коронавируса, которая сейчас в городе, официальное мероприятие было отменено. Несмотря на это, и земляки наши все, кто проживает в Санкт-Петербурге, и гости, и друзья наши, каждый сегодня в течение дня будет приходить к этому памятнику и отдавать дань жертвам, которые погибли в Беслане. Огромное спасибо от имени землячества мы хотели бы выразить старости этого собора Валентину Леонидовичу за то, что он делает для нас, для осетин. И всегда, как бы мы сюда ни приходили, этот памятник находится в порядке, в чистоте. И то уважение, которое они проявляют к нам, встречая нас, оно очень многого стоит. Сегодня также на территории этого храма находится памятником воинам, православным воинам, погибшим на Кавказе. В этот день хотелось бы от нас, от осетин Санкт-Петербурга, Ленинградской области, вспомнить и выразить соболезнования семьям, воинам, спецназу Альфа и Вымпел, которые своими спинами прикрывали наших детей, которые были в школе, не жалея себя, и многие там погибли. Сегодня также мы возложили цветы к этому памятнику, помня про этих великих воинов Вымпела и Альфы. И спасибо вам за таких мужей, сыновей, братьев, которые были рядом с вами. Также от имени осетинского землячества мы выражаем благодарность гостям и представителям других национальностей, которые вот сегодня пришли, вот сейчас находятся рядом с нами и которые в течение дня будут приходить. И пожелать, чтобы на нашей земле больше никогда не повторилась такая трагедия. И мы знаем, что сегодня в школах Санкт-Петербурга, Ленинградской области проходят уроки и вспоминают жертв террора и рассказывают детям, что это такое и чтобы оно никогда не повторялось. Поэтому еще раз хочу повториться. Дай Бог, чтобы над нашей головой было мирное небо. Никогда больше такое никогда не повторилось.
И храни вас Бог. Аминь. Приветствую всех. Ну, что я хотел бы сказать в этот день? Наверное, то, чтобы мы не забывали никогда такое, потому что, как говорится в известном афоризме, история ничему не учит, она только наказывает за забытые уроки. Вот, поэтому это нужно обязательно передавать следующим поколениям. Это для нас знаковая, трагическая дата обязательно. И обязательно нужно просто ее передавать, никогда не забывать. Вот. Это основное, наверное, что можно было бы сказать. Сегодня, дорогие мои, особый день и для осетинского народа, для Санкт-Петербурга, для всей нашей страны. И блокадный храм имеет такую честь. На своей территории установлен памятник в память о тех, кто пал в этой трагедии. И мы очень рады, что в эти дни сентябрьские мы встречаем и представителей осетинского народа, и школьников Санкт-Петербурга, и всех людей, которых коснулась эта трагедия, и для которых Беслан — это не просто слово, но какой-то повод задуматься о нашей жизни, о суетности наших дел, о том, что все мы под Богом находимся, и Господь всем нам судья. Я желаю, чтобы память о бесланской трагедии как можно дольше сохранялась в наших сердцах, как повод обратиться к Богу, с тем, чтобы Он хранил нас от всякого зла, а больше всего от зла, которое живет в наших сердцах, и чтобы это зло никогда не находило выход в таких вот трагических событиях. Растет молодежь, и она учится, скорее всего, на наших удачах, подвигах и, может быть, на наших просчетах. Поэтому 3 сентября должно научить молодежь помнить. Память учит делать шаги вперед. Малочисленный осетинский народ сделал многое в портфель общего развития страны. Нам есть чем гордиться. Мы не лучше других, но мы и не хуже. Мы в общей семье русского народа и России сделали особую метку осетинской национальности, которая с гордостью воспринимается во всем мире. Дай-то Бог, чтобы нас всегда собирала приятная новость и вопреки всему, что происходит, вера в будущее. Всех вам благ. Громадные соболезнования, сочувствие всем. И мы вместе рядом с осетинами. Вечная память.